Текущая ситуация по новой коронавирусной инфекции в республике у нас остается напряженной. За сутки у нас прибавилось 5 больных, из них один в Вилюйске, это контактный той семейной пары, которая у нас сейчас находится в лечении. Один случай у нас по Алдану в обсерваторе, а также 3 случая по Якутску. И если 2 из них это как раз, опять же, в рамках продолжения того заражения, которое было у людей ранее, то есть это семейные пары уже, так, жены заболели у мужей, то вот 3-й случай, он вызывает у нас самые большие опасения. Это жительница города Якутска, которой 82 года. Сейчас она с пневмонией поступила, и ее состояние достаточно тяжелое. Так? И врачи сейчас борются за ее жизнь. Это говорит о том, что вот как раз то, о чем мы всегда говорили, о том, что болезнь наиболее тяжело проходит для старшего поколения, для пожилых людей, оно как раз у нас и сегодня реализуется. Сегодня вот по республике из 116 случаев 2 тяжелых, и оба как раз вот у пожилых людей. Оба жительницы Якутска, одной 65, другой 82 года. Также хочу сказать, что вчера в рамках дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса разработан и сегодня подписан указ по дальнейшей поддержке малого бизнеса, которым предусматривается ряд мер по субсидированию и процентных ставок, по субсидированию арендных платежей малого бизнеса и по поддержке тех индивидуальных предпринимателей, которые сегодня являются многодетными, одинокими матерями. Такие меры поддержки тоже будут оказываться. Поэтому просьба вот как раз представителей малого бизнеса в этой части новые положения указа изучить и уже отрабатывать все эти вопросы с Министерством предпринимательства нашей республики.